ერთი ორი სამი ყურადღებით. ეხლა არის მაიმუნოთ, არის შაყიროთ. ისა რა ქვია. ტრაკზე და რაღაცებს არ დაეწყოთ.
Уважаемые коллеги, мы начнем нашу пресс-конференцию. Вы знаете о том, что сейчас у нас проходит мероприятие третьего международного фестиваля встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо. У нас часть коллективов уже даже уехали, да, это связано, конечно, с графиком работы наших коллективов, которые к нам смогли приехать на нынешний фестиваль. Допустим, китайская делегация у нас уже, получается, 5 числа они уже уехали, и часть коллективов еще приезжают. У нас, я перечислю, у нас вообще в целом количество участников составляет 67 человек фестиваля, и у нас участвуют Армения, Азербайджан, Грузия, Индия, Испания, Кыргызстан, Китай, Монголия, Япония, Россия. То есть, ну вот большое число гостей, большое число участников. Вы знаете о том, что очень торжественно прошла церемония открытия фестиваля в местности Артудайду. Было очень большое количество участников и зрителей. И сейчас у нас предстоят концерты и выступления на разных площадках. С программой вы можете ознакомиться на сайте Министерства культуры и духовного развития, на сайте Международных игр «Дети Азии», также в социальных сетях, через WhatsApp и в интернете, то есть размещена везде наша программа. И мне очень приятно представить участников сегодняшней пресс-конференции. Государственный советник Республики Саха-Якутия Андрей Саевич Борисов, кандидат филологических наук, санскритолог Лидова Наталья Ростиславовна, руководитель государственного ансамбля песни и танца «Рустави» Анзор Давидович Эркамайшвили. Сейчас вот немножко запаздывает и подойдет для участия в пресс-конференции преподаватель йоги и классического танца Академии театрального искусства Университета Мумбаи практикша Тушар Лакхани и переводчик Екатерина Герасимова. Мы сейчас выступим с нашей информацией по нашему фестивалю и предоставим слово журналистам. Вы сможете задать свои вопросы, мы сможем на них ответить. Мы, конечно, просим открыть нашу конференцию основателя, автора фестиваля, художественного руководителя Международного фестиваля встречи шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо, народного артиста России, государственного советника Республики Саха-Якутия Андрея Саевича Борисова. Спасибо. Добрый день. Спасибо, что вы пришли в столь напряженные, жаркие дни проведения игр «Дети Азии». Событий много, но вот это событие, которое развернулось вокруг фестиваля «Шедевры ЮНЕСКО на земле Аланхо», который проходит третий раз, меня приводит таким очень таким, ну скажем так, новым размышлениям. Ну, во-первых, опять же, представленные из разных стран, из 10 стран, да, из 10 стран шедевры, они сами по себе уникальны. Вот. Для меня очень событийно то, что участвует на этом фестивале вот Наталья Ростиславовна, которая второй раз уже приезжает, такого крупного масштаба, мирового масштаба специалист, когда уже второй раз приезжает, значит, я считаю, что ее наш фестиваль глубоко заинтересовал, а также вот Анзора, который вот для якутского народа он совершил в свое время, ну, как он называет, скромно называет, я только был экспертом, когда эпос наш становился шедевром нематериального культурного наследия, он проявил огромный интерес, огромный энтузиазм для того, чтобы этот эпос был провозглашен, наш эпос был провозглашен шедевром. Поэтому я и серьезно, и в шутку говорю о том, что вот то, что билетов на ансамбль этот нет, меня уже третий день замучили, я уже все телефоны закрыл вот, на ансамбль «Многоголосное пение», которым является он руководителем.
Там, почему? Потому что великолепно, высокое искусство, душа народа, и в то же время некоторая вот подсознательная благодарность вам это, от имени народа. А Наталья Ростиславовна, я слышал ваши, значит, лекции и так далее, это очень глубокий, настоящий, помогает моему театру Аланхо. Ну а так вот, кратко вот что я хочу сказать. Вот когда мы в местности Орто-Дойдо провели открытие шедевров ЮНЕСКО, то буквально тысячи зрителей собрались с ближайших деревень и сел. Вот это вот народная устремленность в сторону шедевров для меня огромное событие. Когда специалисты идут смотреть, когда люди искусства, культуры или в каком-то смысле праздный городской зритель, которым любопытно и интересно, когда народ идет, простые люди, которым не до каких-то теорий и так далее, или эстетических каких-то этих моментов, на первый взгляд. Вот когда говорят, когда гора не идет к Магомету, то Магомет идет к горе, да? В данном случае к Магомету идет целый вот народ пошел, гора сдвинулась. И для меня, как организатора, ну, скажем так, идеолога этого фестиваля, было огромным подарком. И успех, который был, каждый выход каждого. И это, значит, в результате работы Министерства культуры, в результате работы всех нас происходит. Но с другой стороны, и не только результат работы, потому что там есть вот эта вот подлинность культуры. Вот Наталья Ростиславовна все время говорит о подлинности, о живой культуре. Вот живая культура, она сегодня так стала востребована, когда все интернет, глобализм на нас каким-то образом унифицирует, утрата каких-то самых древнейших корней, самого главного, самого живого, самого подлинного. И вдруг вот народ голосует таким образом. Поэтому для меня это большое событие. Спасибо. Мы просим также выступить ну, вот, с приветственным словом к участникам пресс-конференции Лидову Наталью Ростиславовну, кандидата филологических наук, санскритолога, искусствоведа. Вот вчера на нашем научном симпозиуме вы очень такое интересное выступление сделали, сравнив ну, те достижения, которые есть в сохранении и ну, вот, развитии шедевра ЮНЕСКО Аланхо и шедевра ЮНЕСКО, которые представлены в Индии. Большое вам спасибо за то, что вы второй раз нам привозите вот уникальное индийское искусство, с которым мы можем прикоснуться, то, что не было возможно вот в каких-то других тоже вот странах. И эта уникальная возможность, она была предоставлена именно нашему фестивалю. Большое вам спасибо за то, что вы смогли это сделать и организовать. Большое спасибо, что приглашаете, потому что из ничего и будет ничего. На самом деле я прекрасно понимаю, какое количество усилий, душевного труда требуется для того, чтобы организовать подобного рода фестивали. И вчера я говорила о том, что часто бывает так, что берется высокая нота, но это совершенно не означает, что эта высокая нота может быть удержана, что следующее событие будет таким же, как первое и так далее. В данном случае во многих отношениях, я не хочу сказать, что во всех, это было бы, наверное, невозможно, но все-таки все идет, если не по нарастающей, то, по крайней мере, удерживается тот единожды достигнутый высокий уровень, и это очень и очень важно. Действительно, чрезвычайно важно, что это не мероприятие, а событие. Потому что в нем участвует большое количество действительно простых людей, действительно
это не замыкается в рамках залов, а, к сожалению, практически все фестивали мира, таких известных, как итальянские фестивали или Эдинбургский фестиваль. В общем, откровенно говоря, вся культурная программа – это программа для профессионалов, которые ходят, смотрят, оценивают, а все остальное просто привлекает туристов, которые покупают сувениры. И вот в данном случае для меня очень важно огромное количество детей, которые приходят, смотрят, участвуют, их приводят, потому что живое искусство должно передаваться вот этими живыми, естественными и ненатруженными путями. Дети вместе с родителями должны все это видеть. И меня всегда радует, что на мероприятия этого фестиваля приходят с детьми. Чрезвычайно важно, что помимо вот эта полнота, да, вот спорт, искусство и наука – это редчайшая возможность все соединить органично. В общем, будем честны, обычно бывает либо спорт, либо искусство, либо наука. Вот так, чтобы это было соединено и работало вместе в комплексе, как нечто единое, дополняющее, перетекающее одно в другое. Это чрезвычайно редко. Это действительно так. Первый симпозиум, который был организован 4 года тому назад, в 2012 году, был скорее пробой пера. А вот то, что произошло в этом году, было настоящим научным событием. Люди были заинтересованы, люди готовы были слушать, и это имело не только репрезентативный, но и научный результат. Вот это чрезвычайно важно, да, то есть не смея как бы оценивать другие сферы, я могу говорить о том, что мне близко, и могу поздравить организаторов этого события с тем, что к нему прибавился абсолютно полноценный новый результат в виде научного симпозиума, на котором обсуждались уже более широко вот те самые шедевры мировой культуры. Опять-таки, как бы не относиться к самой идее каталогизации, я вчера уже тоже говорила о том, что всякая каталогизация – это смерть, откровенно говоря. Если вас занесли в реестр, если вас посчитали, если вас описали, если вы стали частью чего-то, что будет в свою очередь на вас влиять и накладывать определенные обязательства, то это имеет не только положительные, но и отрицательные стороны. Вообще то, что сейчас человечество всерьез стало каталогизировать, ведь, понимаете, столетиями, тысячелетиями все это существовало, в том числе и шедевры народа, раз уж они дошли до нашего времени, и как-то это было органично. Но мы живем в такие времена, и времена эти зовутся усреднением. Да? Можно называть это глобализацией, как угодно еще, но ведь на самом деле все суживается, все становится очень стандартным. Вы приезжаете в города и видите одни и те же дома, вы смотрите одни и те же фильмы, вы слушаете одну и ту же музыку, вы носите одну и ту же одежду, вы даже думаете стандартными фразами и стандартными, мыслите стандартными образами и стандартными представлениями. И эта стандартизация ужасает, потому что еще немного, и мы все начнем говорить каким-то абсолютно формульным языком, и да, вот Андрей Савич говорит, ничего живого уже не останется. Останется такой просто протокол. И люди очень сильно обеднеют. И в этом смысле, конечно, нужно развивать, нужно сохранять. И шедевры ЮНЕСКО или представление о шедеврах ЮНЕСКО помогает этому только отчасти. Оглянитесь вокруг. Я убеждена, что и в вашей республике есть огромное количество еще не признанных шедевров. Вот я за них, вот, за то, чтобы не все стягивалось к Каланхо, да, и если я приеду сюда, приглашайте, я всегда буду рада это сделать, то я буду рада услышать, узнать
Если хотите, можете прислать мне материалы, я готова сделать какой-то научный обзор сама о других шедеврах Республики Саха-Якутия. Спасибо. Спасибо, Наталья Ростиславовна. Нам очень ценно ваше участие и ваши предложения, советы. Я также предоставляю слово руководителю государственного ансамбля песни и танца «Рустави» Анзоре Давидовиче Эркамаишвили. И тоже вчера на симпозиуме нам тоже ваши коллеги, якутяне, объяснили, насколько значимую роль вы в свое время сыграли в том, чтобы наш якутский эпос «Аланхо» стал шедевром ЮНЕСКО. И ваше выступление на комиссии ЮНЕСКО сыграло такую значимую роль, что наш эпос «Аланхо» стал одним из 2 шедевров, которым признаны культурные явления России. То есть в России всего 2 явления признаны шедеврами ЮНЕСКО, в том числе наш эпос. Большое вам спасибо за это, и вам спасибо за то, что вы привезли нам ваш знаменитый ансамбль. Конечно, якутяне, они все были поражены, и вы видели, как вас тепло встречали, какие у вас впечатления, и вы же уже были у нас в Якутии, да, до этого? Я был. Угу. Ребята, нет. Доброе утро. Я хочу поблагодарить всех вас, что пришли. Хочу поблагодарить руководителям фестиваля, господину Андрею Савичу и всех, которые нас пригласили на международном фестивале. 7 лет я работал в ЮНЕСКО, и все проекты, которые сегодня выступают на фестивале, прошли в моем присутствии. И мне очень было приятно, когда ваш проект «Аланхо» прошел с большим успехом. Мне было приятно. И сейчас, когда я приехал сюда, мне отрадно, что название замечательное. Встреча шедевров ЮНЕСКО на земле Аланхо. Замечательно. И я еще раз убедился, что международный фестиваль очень хорошо был подготовлен, и господин Андрей Савич сделал все. Во-первых, он основоположник этого фестиваля, он руководитель. И очень хорошо придумано и название, и то, что мне уже вторично приходится услышать те голоса, которые когда-то приходилось мне слышать в Париже. Спасибо за теплый прием. Замечательно нас принимаете, замечательно. Так что ребята довольны, мои ребята. И я лично еще раз благодарю вам за такой теплый прием. Спасибо. Мы также просим выступить на нашей пресс-конференции преподавателя йоги. Вы знаете о том, что у нас в программе фестиваля также есть мастер-классы, есть встречи, и наши гости, они делятся мастерством своего искусства, делятся в принципе, любой желающий может посетить эти мастер-классы. И только что преподаватель йоги, практикша Тушар Лакхани, приехала с семинара, который проводила по йоге для участников фестиваля. Спасибо вам большое за приезд. Расскажите нам, пожалуйста, тоже о том, что вы представляете, какие у вас впечатления от поездки. Спасибо. Namaskar and greetings from India. Приветствие с Индии. Доброго дня. I'm very happy to be here at this 3rd International Festival of the UNESCO Masterpieces on the land of Alonco. Я очень счастлива находиться здесь, на этом фестивале. I come here not only to exhibit the Indian classical art form from India to the people of Yakuts, Я пришла сюда не только показать
мастер-класс по классическому танцу и йоге с Индии. But through the art form, I look forward to building a strong bond of friendship between our two countries. Но еще и создать прочную связь дружбы между нашими странами. Coming here in Yakutsk, I have experienced tremendous warmth and eagerness from the people of this city. Приехав сюда, я испытала огромную теплую атмосферу и дружелюбие народа. And for me, this city is also very beautiful, seeing the open spaces, the mountains, and the lovely trees. It gives a feeling of joy. И прекрасные виды, прекрасные достопримечательности вашей страны очень меня порадовали. The most important part of our performance, which I look forward to, was I think we will be bringing out the epos of Olonkho through the Indian classical art form. And I hope the people here will enjoy this kind of experiment that we are doing. Самая главная цель моего приезда — это раскрыть, показать эпос Олонхо через призму индийской культуры. And I hope we live up to your expectations with the performance which we shall be doing tomorrow evening with my daughter Hita. И мы все очень ждем представления завтра вечером. Thank you. Спасибо большое. Сейчас вот в нашем зале присутствуют, конечно, тоже участники, артисты. Мы приветствуем, конечно, артистов ансамбля «Рустави» Грузии. Большое спасибо, что вы к нам приехали. Может быть, вот наши участники, журналисты, услышат ваше пение в конце пресс-конференции. И мы также приветствуем нашего гостя из Кыргызстана, Баялиева Замирбек. Большое спасибо за ваше участие. Тоже, если будет возможность, может быть, представите вот свое сейчас искусство после вопросов журналистов. Мы приглашаем журналистов сейчас задать вопрос нашим гостям. Просим выступать в микрофон. Все, что сейчас происходит, записывается для интернета, будет размещено в YouTube. В принципе, любой желающий может будет зайти и услышать. Но если только вы скажете свой вопрос в микрофон. Дмитрий Оконешников, здравствуйте. У меня вопрос к Андрею Савичу. Это вот очень такой волнующий вопрос, наверное, и для моих коллег, и для присутствующих, и для вообще гостей и зрителей фестиваля. Мы все знаем, что фестиваль приурочен к детям Азии, а вот следующие дети Азии, они будут в Монголии, а вот фестиваль, вот будущее фестиваля, вот хотел бы знать. Так, как-то я не задумывался. Я думал, что он уже на земле Олонхо вечно будет. Так, вопрос правда серьезный. Но надо проявить как-то энтузиазм со стороны зрителей и так далее, чтобы Министерство культуры и правительство, как я понял, очень как-то они еще раз глубже прониклись пониманием важности этого фестиваля. Но я позавчера разговаривал на конференции, с представителем Министерства иностранных дел, который в свое время также способствовал, чтобы Олонхо наш стала шедевром. Вот. И мы сидели, и я ему говорю, а почему это нельзя провести в Москве? А он так на меня посмотрел и говорит, правда говорит. Потому что такого, как я понял, вот мне специалисты говорят, такого фестиваля в мировом масштабе нет. Вот. И когда встречаются подлинные культуры друг с другом, то за этим стоит, мне кажется, не только проблема наша, якутская, но и мировая проблема. А доказательством является то, что вот во время Ортодойду, когда шел концерт, мы выпустили на сцену китайского, например, из Кюнцю театра артиста и актрисы театра Олонхо. Они поют вместе. И все поражаются тому, что
это друг друга, во-первых, не мешает, наоборот, как дополняет и становится еще красивее. На самом деле удивляться, это вот специалисты давно не удивляются, потому что подлинная культура, она есть как раз вот те вот скрепы, про которые вся Россия говорит, которые она соединяет народы. Поэтому фестиваль должен быть или здесь, или в Москве, или в Грузии, или где-то еще. Это очень важно. Пожалуйста, еще вопросы? Вячеслав Шухин, газета «Якутия». Можете рассказать, по какому принципу вот вы приглашали гостей на этот фестиваль? Как бы, вот как вы их отбирали, выбирали? Андрей Савельевич? Отбора нет на самом деле. Как можно отбирать шедевр? Вот. Это идет, как называется, вот, что тут скрывать, тут есть такое понятие, как, вот позвонили в одну страну, ансамбль свободен, этот представитель свободен, нет никаких гастролей и так далее, сразу начинается с ним работа. И потом, исходя из каких-то разных ситуаций, поэтому и на первом, и на втором, и на третьем фестивале это, назовем так, методом такого возможностей. Потому что выбирать не надо здесь. Уже само явление культурное, оно, народ, который они представляют, страна, они давно его избрали шедевром. Вот правильно говорит Наталья Ростиславовна о том, что это шире, конечно, шедевры шире, чем провозгласила ЮНЕСКО. Можно я добавлю, да, к тому, что сказал Андрей Савич? Если бы я не знала то, что сейчас Андрей Савич сказал, я бы сказала, что за тем выбором, который представлен на фестивале, стоит продуманная, целостная и очень умело реализованная концепция. Потому что этот фестиваль в значительной степени ориентирован на музыкальную и исполнительскую, певческую культуру, а не, скажем, на зрелищное искусство. И даже если это получилось случайно, то это то самое великое присутствие, да, которое не всегда реализуется человеческой волей, потому что благодаря коллективам, которые приехали сюда, возникает возможность сравнить разные музыкальные и исполнительские традиции. Здесь, на этом фестивале, много музыки. Этот фестиваль проходит под эгидой музыкального и исполнительского певческого искусства, что при сравнении дает совершенно новое качество. При этом очень интересно, что, например, на варгане или хумусе играет человек, который приехал из Японии. То есть Япония представлена не своим как раз традиционным искусством, а опять-таки происходят вот те самые кросс-культурные связи. И это еще одна величайшая возможность, которая реализуется на этом фестивале. Увидеть, сравнить, послушать и оценить это как единое качество. Они все перед нами выступают, а это неоценимо, да? Когда это разнесено во времени, ценить трудно, а когда прямо, особенно на вот этих общих концертах, один за другим выступают исполнители, то возникает действительно абсолютно новое художественное качество. Поэтому я могу только поздравить организаторов фестиваля с тем, что по их воле или помимо их воли это новое художественное полноценное качество достигнуто. Еще, знаете, спасибо. Извините, что я второй. Вот Наталья Ростиславовна, вот она вот сразу видит корень, да. А прошлый фестиваль, в прошлый раз, в основном театральные были. Театры были, помните, да? Театр, но Кунцю был, и вьетнамский театр, и Кутьятам театр. В основном театр, но так, да. И потом был еще испанский, по-моему, испанский театр, куклы были, кукольный театр. В
венецианский такой, да. То есть на этот раз, оказывается, я от вас узнал, что, оказывается, в основном музыкальное такое. Но тут еще и почему, вот надо было спросить вот меня, почему я организовал этот фестиваль? Потому что думал, что народ Саха до конца не осознает и такое явление, как театр Аланхо. И мне важно было, чтобы они посмотрели театры других миров, других народов. И тогда бы они, увидев Хутьятам, увидев Но, увидев вьетнамский и китайский театр, вдруг они бы осознали, на каком фундаменте строится театр. Вот второй фестиваль вот на этом строился. А третьим все-таки я не работаю в Министерстве культуры, поэтому вот оказалось, что вы музыкальное сделали. Ну, во всяком случае, это очевидно просматривается. И удивительно то, что, ну, понятно, да, говорят, лучше один раз увидеть, чем 100 раз услышать. И, в общем, ну, будем откровенны, для простого зрителя театральное действие часто бывает более привлекательным или более понятным, чем музыкальное исполнительское искусство. Трудно, долго, сложно, нужно вникать и вообще быть специалистом. Здесь же это абсолютно не так, абсолютно не так. Люди слушают музыку, люди восхищаются, люди воспринимают ее как близкое им искусство, и это еще одно яркое для меня впечатление, и, конечно, удивительное абсолютно пение. Самое разное, да, это грузинское пение, монгольское, то есть совершенно неисчерпаемые возможности человеческого голоса, которые здесь вдруг раскрываются вот во всем многообразии каких-то нюансов. Это поразительно. Это действительно новое качество. И если будет писаться какой-то общий отчет о художественной программе фестиваля, я считаю, что это абсолютно необходимо отметить и, более того, пригласить специалистов, которые сделали бы небольшие вставки, описали бы разные виды вот этого, да, искусства с точки зрения профессионалов. Вообще, конечно, о каждом шедевре можно говорить очень много и очень интересно. Вчера те, кто были на симпозиуме, слышали, насколько это действительно, ну, каждый шедевр, он уникальное явление в культуре, в искусстве. И вчера нам рассказали о том, что и несколько есть видов полифонического пения, рассказали и показали, и мы услышали о том, ну, вот какие виды полифонического пения существуют, грузинского пения. Вообще, вот сразу, конечно, вопросы возникают, да, у любого слушателя. Вот о чем поется в грузинской песне? Это звуки просто, или же там что-то описывается? Вот в чем, какой смысл вкладывается в песню? И можно ли петь, скажем, о том, что происходит сейчас? Или же это только о том, что было, да? Песня – это душа народа. Грузинскую песню, которую мы исполняем, происхождение этой песни идут далеко корни, еще до нашей эры. Интересно, что там было многоголосие, когда все страны, которые окружают Грузию, их музыкальное мышление монадическое, одноголосие везде. Это удивительно. Об этом много писали, много говорили известные этномузыкологи мира. Представляете, вот Турция, там Иран, Азербайджан, Армения, вот эти все, значит, у них монадическое, значит, пение. А в Грузии такая полифония. Был такой известный музыкант, этномузыколог Зигфрид Надель, немец, который думал, что в Грузии полифония перешла через Европу. От Европы, значит, Грузия получила. Потом он приехал специально и изучал
вот грузинские песни, корни вот полифонии. И он в конце он написал, что не от Европы, а Европа получила, говорит, от Грузии, говорит, полифонию. Это не мои слова, это пишет великий такой. Может быть, это спорно, может быть, это не так. Но он так в конце, значит, подумал вот так. Что касается вот репертуара ансамбля Руставы, мы поем старые песни. Некоторые 12 века, 14 века, еще есть песнопения еще раньше. Поем песни советского периода. Но можно сказать, что в советском периоде песни создавались. Ну, создавались песни о партии, там, о руководителе, о Ленине, о Сталине и так далее. Очень много таких песен о советской армии, о колхозе, о героях. Как? Полифонические, да, и хорошие песни. Но те, которые раньше были созданы, даже не сравнить с этим. Не сравнить. Если делать анализ, просто несравнимо с этим. А сейчас, что касается вот данный момент, народные песни такого качества, которые вот представляют, допустим, 100-200 лет тому назад созданные песни, нету. И не создается, откровенно говоря. Нету теперь таких музыкантов, таких выдающихся фольклористов, которые создадут песни такого качества, как, например, шедевр Хасанбегура. Вот вчера по телевидению выступили мы и очень сложную полифонию пели. Допустим, Чакруло, который американцы послали в космос в 1977 году. Когда в космос посылали Voyager, первый Voyager, второй, значит, туда была вся цивилизация на Земле, которая существует, фрагменты, значит, через вот этих космических кораблей послали в космос. И в том числе наша грузинская песня «Чакруло». Вот такие песни сейчас не создается просто. Музыкальное мышление, понимаете, наверное, есть очень такие у нас музыканты, певцы, которые поют замечательно, правда. Но что создать такие песни трудно, очень трудно. Что интересно вот в грузинской полифонии? Во-первых, существует 3 вида многоголосия. Первый, значит, комплексное многоголосие. В Сванеции распространено в горных регионах, в Западной Грузии эти песни, где, значит, аккорды комплексными аккордами, значит, характеризуется песня. Второй вид многоголосия – это на фоне бурдонного баса переплетаются, поют 2 солисты, значит, и они как раз очень свободно там выражаются, так и имеют, можно сказать, что свободно импровизируют на фоне бурдонного баса. И есть третий контрастная полифония, когда это в Западной Грузии, особенно в Гуре, Аджаре, Мигрели, где вот голоса просто так свободно поют. Я имею в виду свободное исполнение, музыкальное мышление, что-то необыкновенное. И вот импровизация как раз, наверное, была главная, вот, который создавал такие песни. Певец грузинский без импровизации если импровизацию не может, певец это не певец. Мой дед сказал, он был известным знатоком грузинских песен и песнопений, знал больше 2000 песнопений. Дед мой, Артем Аркамаишвили. Я ему спросил один раз, сколько вариантов существует, допустим, песни Чоншидоба. Он говорит, столько, сколько хороших певцов существует. Это что значит? Значит, один певец 2 раза не может петь одну и ту же песню одинаково. Обязательно что-то меняет. Обязательно. Хороший певец не может петь 2 раза одинаково. Меняет. Потом вот процесс импровизации очень интересный процесс. И это надо слушать и, значит, сделать анализ, как это... Сейчас трудно сказать. Раньше все импровизировали. Записи у нас существуют с 1901 года на
фонографии, записи, я имею в виду, когда американская и английская фирма «Граммофон» приехала в Тбилиси, и там проводил звукозаписи. И записали очень много песен, грузинских песен. Потом мне пришлось в разных странах мира собрать вот эти песни. И я привез в Грузию. Они сейчас там находятся. Просто удивительно. Вот 110 лет тому назад пели наши предки гораздо лучше, чем теперь мы поем. Гораздо лучше. Вот это как раз меня удивляет, это музыкальное мышление, как они, значит, пели, как они создавали, каждый из них композитор, когда поет, значит, песню, несколько раз он фантазирует, он тут же, значит, реагирует, он делает импровизацию, первый голос, второй подпевает, как чувствует только, что он импровизирует, это по-другому совсем, и бас то же самое. Мы даже можем это показать сейчас, но я имею в виду, так это было сложно, что мне сейчас просто не узнать, а просто не могу догадаться, как они могли так импровизировать и петь. Так сейчас никто не может, наверное, петь. Чем дальше, тем хуже. Потому что те времена, которые мы прошли, вот время коммунистов, это 70 лет, когда, я повторяю еще раз, пели песни о партии, о колхозе и так далее, что-то там изменило, понимаете? Изменило. Во-первых, песнопение не пели тогда. Просто это было запрещено, вы же знаете все. А песни тоже, вот, Олимпиады, когда проводились, я был участником местной грузинской Олимпиады с 47-го года. С 47-го года я был совсем маленьким, 7 лет это было. Мне когда на стуле поставили, я пел Креманчоли, как вот сейчас наш этот поет, Кеды Чинтярадзе. И когда аплодировали, я удивился, за что аплодируют. Я тут дома пою, всегда никто не аплодирует дома. Народ в оперном театре встали, и все стоя аплодировали меня. Я испугался и убежал. Я почему это вспоминаю? Вот после 47-го года я участник всех фестивалей. Там была программа составлена так. Каждый хор, который приезжал в Тбилиси, должен петь обязательно первым номером или песни о Сталине, или песни о Ленине, или песни о партии. Потом песни о колхозе, о героях и так далее. Несколько произведений они пели. А потом они пели народные песни. Это очень повлияло на фольклор. Очень. Сейчас эти песни никто уже не помнит, а народные песни потеряли мы. Так вот, очень сложный вопрос, но хорошо, что мы сохранили еще и язык сохранили, письменно сохранили, народную песню сохранили. Спасибо. Пожалуйста, у журналистов есть еще возможность задать вопросы, и потом мы, наверное, попросим, да, тогда услышать государственный ансамбль. Буквально 2 слова по поводу того, что вот пелись песни о партии, о Ленине, прекрасно понимая как бы все трудности того периода. Я хочу сказать, что подобного же рода процессы происходили в странах, где не было песен ни о партии, ни о Ленине, ни даже о колхозе. Это абсолютно единое мировое явление. За 20 век изменилось сознание людей. Я не знаю, что было причиной. Мировые войны, которые, в общем, вскрыли какие-то глубочайшие пласты человеческой жестокости и чего-то такого, что люди сами от себя не ожидали. Та самая глобализация, усреднение, устранение, трудно сказать, но это, поверьте мне, не партия и не колхоз. То же самое в разных самых уголках земли. Люди забывают свое народное искусство, люди не способны его органично воспроизводить. И понятно почему. Шум, который они слышат, это уже не шум полей, это уже не шум лесов, воды и того, что человека окружало. Он задавлен механическим шумом, и, кстати, люди болеют от шума. И когда мы слышим этот шум, мы перестаем слышать и себя, и природу, а она единственный источник того,
что вы назвали импровизацией. Но правда состоит в том, что искусство народа живет только тогда, когда это искусство импровизационное. И я тоже сказала вот по поводу каталогизации. Записали – убили. Знаете почему? Потому что если ты слышал, как человек это поет, и знаешь, что он импровизирует, ты свободен. А когда ты послушал пластинку, тебе сказали, все, вот он пример. И ты давай, ты ему следуй. И ты уже стараешься, и ты уже воспроизводишь пример. И ты не поешь, ты копируешь. И все. И все. И вот это живое отсечено. И это абсолютно во всех странах. Это где-то вот действительно в глубинах Индии, я об этом рассказывала, где они живут при храмах, где никто ничего не записал, где никто ничего не знает. И человек, который создает, каждый раз создает этот мир заново. А это и есть основа народного искусства. Создание заново. Поэтому на самом деле нам нужно всем задуматься о том, как избегать вот этого внешней заорганизованности и пробуждать в себе, природу надо слушать на самом деле, и пробуждать в себе живое человеческое начало. Иначе мы утратим самое главное в человеке. Спасибо. Если вы разрешите, я пример покажу сейчас, как импровизируют ребята. Один пример. Курильскую песню. Моды, чёши добавим, говорят, эрти. Георгий, шен моды. Шенхо. Вот трио поет застольную песню. Они 2 куплета споют. Вы послушайте, обратите внимание, совсем по-другому будут петь. Первый будет как, допустим, тема, а второй как вариации в классической музыке, да. Аня, может, микрофон поставим, да? Потому что Да. у нас интернет-вещание. Для интернета нужно... Пожалуйста, для интернета поставьте тогда микрофон. Да. Имгар, шен, гио. Шен не вариант. Зато. Кай, моды, говорит. Можно? Schwestmas pinsels fria russa kaustum devi salvarina
Кто-то хотел задать вопрос, да? Пожалуйста, коллеги. Девушка в желтом, да? Да? Хотели задать вопрос? Да? Нет? Добрый день, Саргалана вы Яковлева, информационное агентство «Сахалайф». Я хотела обратиться к представителю из Индии, замечательному переводчику. Хотела попросить поподробнее рассказать про интересный проект, про который вы упомянули, Олонхо через призму индийской культуры. When I perform tomorrow, Когда я буду выступать завтра, I will be performing the traditional classical art form of Bharatanatyam. я буду танцевать классический национальный танец. So I will be bringing forth what our traditional classical dance style evolves, how it evolves right from the learning of the basic movements or the basic steps, and then we will demonstrate how it blooms into a full-fledged item. Я покажу основные шаги, как строится этот танец и как он плавно переходит в основную тему. And after bringing up a little bit of understanding of this classical dance style, we will present a few items to you. И после понимания этой главной темы, мы покажем несколько танцев. And in the end, we have tried to bring your epic of Olonko, which was a great challenge to us. И в конце мы покажем эпос Олонхо через индийскую культуру, и это было довольно сложно. Because initially we did not know anything about this Olonko epos. Потому что мы немногое знаем об эпосе Олонхо. I got a PDF was sent to India, and I got to know about the whole background of Olonko. И мы бы хотели узнать больше про Олонхо. I also heard your music which accompanies the Olonko performance. Мы также слышали музыку, которая сопровождает Олонхо. And we also got to know the basis, the strong base about the Olonko, the magical or the mystical tree, which symbolizes the heaven, the earth, and the underworld. Мы также хотели бы побольше узнать о вашем священном древе, который символизирует верхний мир, средний и нижний миры. It is very similar to our Indian mythology, which also connects with the heaven, the earth, and the underworld, or the lower world. Очень много схожести в наших мифологиях. Мы бы хотели больше узнать о верхнем, среднем и нижних мирах. And Indian art also has the basis of having victory of good over evil. We have a base that all Indian art, we show the base of victory, winning the good wins over the evil. В нашей индийской мифологии тоже есть очень сильная основа того, что добро всегда побеждает зло. And I found a great similarity not only in Olonko but also in our Indian classical dance performances. Я нахожу эту схожесть не только с Олонхо эпосом, но и с классическим танцем. Because Indian classical dance was actually it was originated not only as a means of entertainment, Потому что индийский классический танец был создан не только для развлечения, but actually to please the mind, to calm the heart, and to bring the human body or the human mind to a higher level. но он был создан для того, чтобы успокоить душу, прояснить ум и принести спокойствие.
So it was very exciting for us to start with Olonkho over here, and without seeing any of the Olonkho performances, we have tried to bring out the depth of the Olonkho story through our Indian classical dance form. И завтра мы постараемся показать всю глубину смысла эпоса Олонхо. Спасибо. Наталье Ростиславовне, конечно, хочется задать вопрос. Да, вот мы перешли к нашим гостям из Индии. Вот в прошлый раз, 4 года назад, вы нам помогли организовать вот приезд театра Кутиятам, и это был единственный показ вот за пределами Индии. Такая, почетное нам право вот было предоставлено с тем, чтобы мы смогли показать для наших якутских зрителей театр Кутиятам. В этом году у нас другие шедевры из Индии, да? Да, другие шедевры. Действительно не очень просто приглашать такие коллективы, поскольку это храмовое искусство. Для того, чтобы приехать в другую страну, актеры, которые отчасти являются служителями храма, должны получать разрешение храмового начальства. Это все совсем непросто. И вообще каждый выезд за границу для них является событием экстраординарным. И правда состоит в том, что Якутск был в этом смысле невероятно счастлив, потому что ни Москва, ни, скажем честно, Париж и Лондон Кутиятама не видели. В Англии этот театр, я была убеждена, что они показывали спектакль. Я могу сейчас абсолютно полной уверенностью утверждать, что в Англии, в Лондоне, Эдинбурге и других городах Англии и Шотландии никогда Кутиятам не был показан. Он никогда не был показан во Франции. Труппа выезжала в Германию, там было несколько спектаклей, в основном в узком профессиональном кругу. Но такое явление, которое состоялось здесь, потому что здесь Кутиятам был показан на большой сцене для огромного числа людей. Насколько я понимаю, это вообще абсолютно уникальное событие. То есть, возможно, оно никогда нигде в мире более не существовало. Просто потому, что если это храмовое искусство, если Кутиятам показывают, то на маленькой сцене для профессионалов, знатоков, вот так, чтобы огромный зал смотрел на это искусство, это был эксперимент, который удался, который был невероятен, и который тоже еще предстоит оценить, и об этом забывать не надо. То, что мы увидим в этом году, это классический индийский танец. Он не является шедевром ЮНЕСКО и никогда не будет являться шедевром ЮНЕСКО, к сожалению, просто потому, что эта великая традиция индийского танца была прервана. Прервана она, вот мы тут говорим, да, о колхозе и партии, прервана она была англичанами, честно говоря, вот этими самыми остинскими, вестинскими компаниями, которые принципиально изменили духовную атмосферу Индии, и те, кто были служительницами Бога, стали просто наложницами английских офицеров и знати. И эта традиция перестала существовать. Бхаратнатьям, как танец, был восстановлен уже в наше время, в 20 веке. Это реконструкция. И как всякая прерванная традиция, она, конечно, не может считаться полностью аутентичной. Это беда. Это непреодолимая беда, но это так. Это не отменяет того, что Бхаратнатьям очень сложное искусство, традиционное искусство, основывающееся на том, что удалось сохранить, что пришло из глубины веков. А у нас есть изображения танцовщиц на стенах храма. Мы знаем, как они двигались, мы видим их позы. Кроме того, сохранился трактат под названием «Натья Шастра», «Шастра наука», «Натья театр» или «драма», который описывает 108 поз
индийского танца. Описывает шаги, описывает измельченные движения, описывает движение рук, описывает движение ног, описывает движение туловища, глаз, носа, ушей и вообще всего, что у человека может двигаться. Описывает как эстетическое качество. И это удивительно, это абсолютно невероятно. Да, и поэтому сказать, что современные классические танцы Индии совсем ни на чем не основаны, значило бы погрешить против истины. Но вот это прерванная традиция, да, к сожалению, храмовых танцев, а это были когда-то дева даси, это были рабыни Бога. Даси — это раб, а дева — это Бог, то есть рабыни Бога, потому что эти девушки часами, иногда ночь напролет, танцевали перед изображением Бога, который должен был быть доволен. Но с того времени прошло, к сожалению, много, и многое случилось, и поэтому этот танец никогда не будет шедевром ЮНЕСКО. Но это часть великой индийской культуры, и я очень рада, что жители Якутска этот танец увидят. Спасибо. Если нет вопросов, мы переходим к нашему завершению пресс-конференции. Попросим. Есть вопросы? Угу. Пожалуйста. Андрей Мартынов. У меня вопрос к Наталье Ростиславовне. Она 2 раза затронула тему, которую я хотел спросить. Значит, я прошу прощения, сейчас я к главе должен идти, да? Сейчас вопрос зададите, извините, что я прервал. Просто я вот хочу вот знаете, что сказать. Так здорово, когда твой личный интерес вдруг совпадает с интересом культуры и даже народа. Вот это здорово-то. Просто, почему я это сейчас говорю? Потому что вот здесь коллеги сидят, и они знают. Вот я ребятам говорю, грузинским артистам, я стал студент за дипломный спектакль, стал лауреатом Государственной премии СССР. За диплом выдвинули меня грузины, грузинская театральная общественность. Верикоаджи Паридзе, гениальная, Гегола Кипанидзе, Бадры Кабахидзе. Вот, поэтому у меня личный интерес. Да? Вот. Второе, то, что вот Наталья Ростиславовна здесь сидит, это мне очень важно через ее понимание восточного театра проникнуть и понять вот индийский театр, индийскую культуру. Я хорошо знаю Махабхарату, Рамаян и так далее. И вот то, что впервые индийские представители индийской культуры говорят об Аланхой, заинтересовались, для меня это тоже событие. Спасибо. Спасибо, что вы пришли еще. Мы еще увидимся, да, встретимся. Спасибо. Да, извините. Спасибо, Андрей Исаевич. Пожалуйста, ваш вопрос. Ну, значит, вопрос к Наталье Ростиславовне. Она 2 раза уже затронула эту тему, да? Возможно, несколько неожиданный. Ну, мы сегодня говорим, что обращено в основном наш фестиваль в прошлое, да? Мы говорим, что традиции, народное искусство, импровизация, творчество, ну, это вот такие понятия, которые вот основные критерии, можно сказать, вот шедевров ЮНЕСКО, да? Ну, скажем, вот эти произведения были созданы лет 200 назад, или, в прошлом, да? Скажем, через 200 лет, да, можем ли мы допустить, что в наше время какие-то созданные произведения также войдут в состав вот, произведений, вот, шедевров ЮНЕСКО? Или же через 200 лет мы будем также вот, сохранять то, что было сделано 200 лет назад? То есть создаем ли мы сегодня шедевры ЮНЕСКО, или мы себе в этом отказываем? У нас есть народ, у нас есть традиции сегодня тоже, у нас сегодня тоже есть искусство. Вот интересно просто посмотреть будущее, скажем. Ну да, это действительно интересно, это интересный вопрос, на который, что бы я ни ответила, это не будет истина в последней инстанции, потому что через 200 лет мы не сможем посмотреть, права я или ошиблась.
Поэтому в любом случае я могу только предполагать, но правда мое предположение не будет совсем беспочвенным, да, во-первых, потому что мир обычно тяготеет к повторяемости, то, что было, знаете, да, эту восточную мудрость, то, что было один раз, будет только один раз, то, что было два раза, случится и в третий раз. Действительно, этот мир существует так, что ничто, или почти ничто не остается абсолютно уникальным. Как правило, то же самое возникает еще и еще раз. Сейчас для того, чтобы стать шедевром ЮНЕСКО, явление должно обладать следующими критериями. Оно должно быть уникальным, оно должно существовать непрерывно на протяжении 300-400 лет, или да, возникнуть примерно 300-400 лет назад, или раньше. Да, вот, например, театры, о которых я говорю, и которые я стараюсь вам показать, они возникли, ну, так вот, навскидку, 2000 лет тому назад точно. А на самом деле у нас есть трактаты, которые их описывают, и они датируются 2500 лет. И это непрерывная традиция. Вот это завораживает, согласитесь. И для того, чтобы мы сейчас могли хотя бы предположить, что наша жизнь не бессмысленна, и что она может, да, в качестве результата, плода оставить тем, кто будет жить после нас. А это, вообще говоря, тоже не совсем, да, в этом нельзя быть полностью уверенным, потому что мир все время подходит к краю. Мир все время подходит к какой-то катастрофе. И обратите внимание, какое количество фильмов катастроф, что только не разрушали. Да? Статуя свободы у нас валялась, так сказать, Эйфелева башня падала, Кремль летел, собор Василия Блаженного лежал в руинах. У человечества, это действительно, помните Пушкинское, все, что смертью грозит, для сердца грешного таит неизъяснимо наслаждение. Значит, первый пункт — человечество должно жить для того, чтобы создавать шедевры. И мы все должны в этом участвовать. А второе — это все живое создает народ. Знаете, все великие, самые разные музыканты, художники, они говорили, и в разных вариантах создает народ, а мы аранжируем, а мы обрабатываем. И вся классическая музыка — это на самом деле обработка народом созданных традиций, музыкальных напевов и так далее, и так далее, и так далее. К сожалению, мы сейчас очень зависимы от профессионализма. Да? И к народному мы относимся с некоторым пренебрежением. Как-то, ну что такое народное? Вот классика, вот когда человек... И первое, что у человека спрашивают: а какое у вас образование? А вот консерваторию закончили, тогда мы с вами будем серьезно говорить. А не закончили, так какие же у нас могут быть критерии, что вы создаете? Поэтому для того, чтобы мы создали шедевры, для того, чтобы мы стали полноценны в этом смысле, требуется следующее. Требуется, чтобы мы стали ближе к природе и стали слышать порождающую основу этого мира. Нужно, чтобы мы перестали бежать. В спешке шедевры не создаются. Когда у вас 5 минут на завтрак, 10 минут добежать до работы, 20 минут для того, чтобы пообедать, верьте мне, в таких условиях шедевры мы не создадим. И, наконец, у человека должно быть что-то высшее. Все шедевры создаются не ради себя. Мы сейчас стали жить ради себя. Понимаете, человек зациклен, он думает о том, как достроить свою жизнь. А все шедевры создавались, ну, если хотите, для Бога, для той высшей силы. Вот если человечество обретет этот высокий смысл, у него будет время, у него будет пространство, и у него будет великая цель что-то сказать мирозданию, мы создадим шедевры. Пока я бы сказала, что у нас нет ни первого, ни второго, ни третьего. Мы имитаторы.
Мы, дай Бог, отсюда наша каталогизация. Мы страшно боимся и все эти шедевры ЮНЕСКО, потому что завтра мы окажемся голыми. Мы поймем, что у нас ничего не осталось, кроме механического фортепиано. Мы перестанем творить. Вот так вот. Поэтому так надо растить детей. Спасибо большое всем участникам конференции. Очень интересный разговор состоялся. И мы, конечно, вот попросим, в завершение слов Натальи Ростиславовны, наших гостей, артистов из Индии выступить. Тоже, я так понял, подготовлен какой-то номер, да? Shri Ram, Shri Ram. Shri Ramachandra Kripalu Bhajaman Haran Bhavamayadarunam. Shri Ramachandra Kripalu Bhajaman Haran Bhavamayadarunam. Navakanjalochana Kanjamukhakar Kanjapada Kanjarunam. Shri Ram, Shri Ram. कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीतमानहु तडित रुचि शुचि नौमि जनकसुतावरम. श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभयदारुणं. श्री राम, श्री राम. Большое спасибо всем. Еще раз приглашаем всех соприкоснуться с живым, с вечным, с великим и очень важным для нас. Большое спасибо всем участникам пресс-конференции. Еще раз напоминаю, что мы наш разговор можем посмотреть в Ютубе. В Ютубе есть канал, на котором размещаются все записи пресс-конференции. Большое спасибо.